Здравствуйте, мои юные друзья! Я актер Башкирского государственного театра кукол Александр Верхоземский. Вы, наверное, уже привыкли, что наш театр каждый день приходит к вам в гости с новой сказочной историей. И вот сегодня я вам прочитаю бурятскую народную сказку, которая называется «Солнечный цветок». Итак, устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. На краю благодатной долины, на берегу быстрой реки, под мышкой у ледяной горы стоял маленький аил. В этом аиле жил небогатый человек по имени Наран Гаралте. И была у него дочка-красавица, и звали ее Наран-Сесек, что означает «солнечный цветок». Жили они спокойно в своем аиле, но тут вдруг повадился гостить под их кровом один тибетский лама. Ламой в тех краях называют уважаемого духовного человека и религиозного учителя. Но этот лама был хитер, нечист душой и с нехорошими помыслами. Стал приходить он в их дом, а все потому, что уж больно понравилась ему красавица Наран-Сесек, и решил лама увести ее из родительского дома. Он и хитрил, и золотые горы обещал, и запугивал бедную девушку. Ничего не помогало. Тогда решился лама на последнее средство. Выждал он удобный момент и напоил девушку отваром 7 трав, одна из которых была ядовитой. И дня не прошло, как захворала красавица Наран-Сесек. Потух ее солнечный взгляд, поблекли маковые щеки, лежит она, не вставая с постели. А несчастный отец места себе не находит, не знает, что и делать. Кинулся тогда он все к тому же ламе, привел его в дом и говорит: «Заклинаю тебя великим божеством Бурханом, найди причину болезни моей единственной дочери и помоги вылечить ее». А лама напустил на себя важный вид, помудрил над желтой книгой судеб и потом говорит: «Вашу дочь требует к себе черный Лусат-хан. Только этому водяному под силу исцелить Наран-Сесек. Если по доброй воле не пошлете больную дочь к Лусан-хану, она не проживет и недели. А если поторопитесь, глядишь, и вернется она в скором времени живой и невредимой». Очень огорчило отца такое требование. «Да мы и дороги к Лусат-хану не знаем», — говорит он. «Об этом не беспокойтесь. Все хлопоты я беру на себя», — заверил лама, и, не мешкая, принялся за дело. Приказал он плотникам сколотить большой сосновый ящик, да такой, чтобы в него вода не просочилась, и чтобы красавица Наран-Сесек в нем уместиться могла. А на дно ящика положил самую лучшую одежду вместе с украшениями и запас еды на неделю. Перед тем, как самой войти в ящик, Наран-Сесек обратилась к отцу с последней просьбой: «Отпустите со мной большую рыжую собаку Гурик, а больше мне ничего не нужно». Так и сделали. Посадили вместе с девушкой в сосновый ящик рыжую собаку Гурик, закрыли крышкой и заколотили накрепко гвоздями. «А теперь поднимитесь вверх по реке и пустите ящик по течению, по самой стремнине», — научает лама. Сам же сел на коня и поскакал бегом к низовью реки. Приехал домой и говорит своим 7 ученикам-послушникам Хуваракам: «В скором времени сюда приплывет сосновый ящик. Поймайте его, бережно вытащите на берег, внесите в дом и поставьте перед божницей. Да смотрите, крышки не открывайте, не то большой грех получится». Кинулись послушники Хувараки выполнять приказания ламы. Тем временем ехал берегом парень-пастух на своем сивом быке. Видит, плывет по реке деревянный ящик, на волнах качается.
Что бы это могло быть, подумал парень. Мигом сбросил он одежду и поплыл наперерез ящику. С большим трудом вытолкал парень свою находку на берег, отодрал крышку, и вышла из ящика девица невиданной красоты. «Вынь со дна все, что найдешь», — говорит Наран-Сесек своему спасителю. «Только не выпускай рыжую собаку Гурик». Оставил парень рыжую собаку Гурик в ящике, снова заколотил крышку и столкнул в воду. А сам сел на сивого быка, посадил позади себя красавицу Наран-Сесек и не спеша поехал к своей избушке. «Чей ты будешь? Чем живешь?» — спрашивает его дорогой Наран-Сесек. «Я бедный пастух», — отвечает парень. «Кормлюсь остатками с ханского стола, да еще собираю в степи зерна гречихи, выкапываю сладкие корни саранки, тем и живу». Рассказала и Наран-Сесек о себе. А когда вошли они в бедную избушку пастуха, как увидела девушка холостяцкий беспорядок да грязь по колено, то, засучив рукава, взялась за дело. Что надо было вычистить — вычистила, что надо было выскоблить — выскоблила, и приняло жилище пристойный вид. А тем временем 7 хувараков сидят на берегу да ждут, когда ящик покажется. «Плывет, плывет!» — закричал, наконец, самый глазастый из них. Схватили послушники ламы железные крючья, вытянули ящик на берег, взвалили на плечи и отнесли в дом своего учителя. И как только поставили сосновый ящик перед божницей, лама их спрашивает: «Все ли сделали, как я наказывал? Не обронили ли по дороге? Не открыли ли крышку?» «Да разве мы посмеем вас ослушаться, почтенный ламбагай?» — отвечают 7 хувараков. «Тогда исполните еще один мой наказ», — говорит им лама. «Отправляйтесь за 7 перевалов, посмотрите, как там люди живут. Да сильно не торопитесь, возвращайтесь не раньше завтрашнего вечера». И отправились хувараки за 7 перевалов. А лама тотчас кинулся открывать заветный ящик. От предвкушения близкой встречи с красавицей Наран-Сесек вместо молитвы запел песенку о 2 влюбленных. «Потерпи, солнцеликая, потерпи, ясноокая, сейчас я выпущу тебя, сейчас, сейчас!» С этими словами заскрежетал последний гвоздь, открылся ящик, и вышла оттуда не солнцеликая Наран-Сесек, а огромная рыжая собака. Ощетинилась она при виде ламы, бросилась на него и разорвала в мелкие клочья, а останки своим огненно-рыжим хвостом по ущелью размела. Долго кликали своего учителя, вернувшиеся на другой вечер хувараки, да так и не дозвались. А парень-пастух ни на шаг от своей красавицы жены не отходит. День и ночь ею любуется, налюбоваться не может. Совсем забыл о том, что он единственный в доме добытчик. Вот когда съестные припасы кончаться стали, Наран-Сесек и говорит мужу: «Сходил бы ты за зернами гречихи, да за корнями саранки». В ответ на это муж еще пристальнее уставился на нее, глаз оторвать не может. Тогда Наран-Сесек нарисовала на бересте свой портрет и отдала мужу со словами: «Вот теперь я всегда буду с тобой». Сел пастух на своего сивого быка поискать чего-нибудь съестного. Проедет немного, вынет бересту из-за пазухи, посмотрит на портрет и дальше правит. На одном из перевалов вынул парень бересту в очередной раз, но налетевший вихрь вырвал ее из рук, унес портрет невесть куда. Весь в слезах воротился парень домой и поведал жене о случившемся. «В какую сторону унесло бересту?» — спрашивает жена. «В южную», — отвечает парень сквозь слезы. «Вот это хуже всего», — опечалилась Наран-Сесек. «Хан южных владений давно разыскивает меня. Если к нему в руки попадет мой портрет, то по твоим горячим да по остывшим следам он найдет нашу избушку. Как нам быть тогда? Как оборониться от беды, если у тебя кроме железной лопаты, а у меня кроме тонкой иглы другого оружия-то и нет?» Совсем загрустили они. Сидят, обнявшись, вверх поднимут глаза, засмеются не по-доброму, вниз опустят, зарыдают горько-горько. «Если меня похитят, ты все равно не забывай обо мне», — говорит Наран-Сесек своему мужу.
Ищи меня непрестанно, расспрашивай обо мне бывалых людей. Вот тебе золотое колечко. Как узнаешь о месте моего заточения, дашь о себе знать этим кольцом. Словно черный вихрь налетели на следующий день чужие люди на избушку и похитили Наран-Сесек. Погоревал парень день, потужил другой, а потом оседлал своего сивого быка и отправился на поиски своей жены. Целый год скитался он по степным да по таежным дорогам. Наконец повстречался ему старик-табунщик, пасший ханских лошадей. «Здравствуй, молодец», — говорит старик. «Копыта твоего быка так сильно стерты, что без труда можно догадаться. Долог и труден был твой путь. А вот куда он лежит, сам поведай». «Была у меня жена-красавица по имени Наран-Сесек. Жили мы с ней в любви и согласии, но однажды налетели люди хана южных владений и украли мою жену. С тех пор я ищу ее по всему свету», — со вздохом закончил свой рассказ парень-пастух. «Выходит, молодец, ты недалеко от своей цели», — заключил старик, «потому что я пасу коней того самого хана южных владений. И слышал я, что год назад появилась в ханских покоях девица невиданной красоты, и, говорят, она рассказывает ту же историю, что поведал мне ты. Выходит, нашел ты свою жену. Сегодня я поведу на ханское подворье лучшего жеребца из табуна. Может, удастся мне увидеться с Наран-Сесек и перемолвиться с ней словом». «Тогда передай ей вот это колечко», — попросил парень, сняв со своей руки золотое кольцо. Привел старый табунщик жеребца на ханский двор, а сам по сторонам поглядывает. Видит, сидит у решетчатого окна ясноокая красавица. Сразу понял старик, что это Наран-Сесек. Положил он на правую ладонь золотое колечко, сверкнуло оно рассветным лучом. Положил на левую, блеснуло оно утренней зорницей. Увидал его Наран-Сесек и спрашивает: «Дедушка миленький, откуда у вас это колечко?» «Оттуда, где один славный парень своего сивого быка пасет», — отвечает старик. «Пусть этот парень завтра явится к дворцовым воротам в одежде нищего», — наказала Наран-Сесек и щедро одарила старика золотыми монетами. Как услышал парень-пастух добрую весть от старика-табунщика, от радости покой и сон потерял. Еле дождавшись утра, оделся он поплоше, сел на своего сивого быка и отправился во дворец. А как подъехал к воротам, набросилась на него стража и давай отгонять. Выглянула в окно Наран-Сесек и говорит: «Под нашими окнами никому уже и пройти нельзя». Вслед за ней выглянул хан и проворчал: «Как он грязен и нищ! Я сейчас же прикажу затравить его собаками». «Бурханом заклинаю, не делать этого», — взмолилась Наран-Сесек. «По доброму старинному обычаю убогого человека следует приветить, накормить и обогреть. Неужто вам корочки хлеба и глотка чаю жалко?» — вконец обиделась Наран-Сесек. «Если она так добра к последнему нищему, то, может быть, и со мной будет поласковее», — подумал хан и велел впустить оборванца во дворец. Привязал парень своего сивого быка к серебряной коновязи, переступил порог ханских покоев и сел возле двери. Поставила Наран-Сесек перед нищим серебряный с позолотой стол, стала угощать странника, как дорогого гостя. Да так ласково с ним заговорила, так нежно, что хан от злости почернел и удалился за 10 занавесок. Угостила Наран-Сесек своего любимого на славу и с большими почестями проводила его за ворота. Тут хан и высказал обиду. «Ты за целый год, — говорит, — не сказала мне столько слов, сколько нежностей выслушал этот оборванец. Может быть, мне тоже стать нищим, и тогда я смогу рассчитывать на твою доброту». «А вот это самое мудрое решение», — нежно улыбнулась Наран-Сесек. От этой улыбки хан совсем голову потерял. «Верни оборванца!» — кричит. Вернула Наран-Сесек любимого мужа.
«Снимай свои отребья», — приказал хан. «Побудь пока в моих одеждах. В них-то тебя не больно приголубят да приласкают». Облачился хан в нищенское платье, а Наран-Сесек говорит ему: «Садись на сивого быка и отправляйся в дальний путь. Через 3 дня жду тебя у дворцовых ворот. Посмотрим, каким ты вернешься». Выехал хан в лохмотьях, прикрывая лицо руками, чтобы неузнанным остаться. А Наран-Сесек строго-настрого наказала слугам: «Если с юго-восточной стороны появится оборванец, прикрывающий глаза руками, то знайте, это злой человек, и расправа с ним должна быть короткой». 2 старших батора выкопали 7-саженную яму, а самые знатные наёны прикатили камень величиной с быка. На 3-й день появился хан. Крадучись, прикрывая лицо руками, пробирался он к своему дворцу. Но тут налетели на него баторы, сбросили в 7-саженную яму и придавили сверху камнем величиной с быка. «Это мы коварного врага одолели, хитрющую лису перехитрили», — радовались наёны, расходясь по домам. А парень-пастух вернулся со своей красавицей женой Наран-Сесек на родину. И зажили они там долго и счастливо. Вот и вся сказка, друзья. Я вижу, ваши глаза уже слипаются. Тогда спокойной вам ночи, и пусть вам сегодня приснятся самые волшебные и самые сказочные сны.